На странице 33 учимся отвечать на вопрос «Откуда?». Койдан. Для того, чтобы ответить на вопрос «Койдан», нужно добавить одно из 6 окончаний. Либо дан, либо ден, либо тон, либо тен, либо нон, либо нен. Давайте сначала пример рассмотрим. Акбай спрашивает сыры. Былтыр абай, син койдан койтасың? Былтыр абай, откуда ты возвращаешься? Мин урманнан койтам. Я возвращаюсь из леса. Значит, койтасың это означает возвращаешься, а койтам это возвращаюсь. В настоящем времени нулевая форма будет койта, возвращается. А основа глагола койт, возвращайся. Вот он, койт. И чтобы ответить, сказать из леса, нужно сказать сначала лес, урман, а потом добавить окончание. А какое именно, надо смотреть, на что заканчивается слово, как обычно. Не, урман. Если слово заканчивается на не, или на ме, или на не, это носовые согласные называется, то добавляется либо нон, либо нен. Нужно только смотреть на гласную, если твердая нан, если мягкая нен. У нас твердая гласная, поэтому нан добавляем. Урманнан. Смотрите, перевод с русского языка идет из леса, а тут я иду из леса. Из леса, а перевод идет, предлог превращается в окончание, так как в татарском нет предлогов. Урманнан. Дальше. Ко всем остальным словам рассмотрим варианты. Добавляются еще и другие окончания тоже. Например, азат, койта. Смотрим. Азат возвращается. Откуда он возвращается? Азат. Смотрим. Вокзал. Вокзал также в татарском языке будет вокзал. Вокзал. На что заканчивается слово? На букву Л. Л это звонкое согласное, поэтому добавляем либо дан, либо ден. Если слово твердое, то дан, если слово мягкое, то ден. Вокзал, слово твердое, поэтому дан. Азат вокзалдан койта. Азат возвращается из вокзала или с вокзала. Как правильно будет? Вопрос. С вокзала. Азат возвращается с вокзала. Азат возвращается из города. Город будет шахер. На что заканчивается слово? На р. Это звонкое согласное. Значит, нужно либо дан, либо ден добавить. Смотрим, какие гласные. Шахер, Поэтому мягкий вариант. Шахер ден получится. Азат шахер ден койта. Азат возвращается из города. Азат возвращается из цирка. Как сказать? Извиняюсь, я уж сама путаюсь тут. С цирка. Как будет? Азат. Цирк. На что заканчивается слово цирк? На к. Это глухая согласная. Поэтому либо тан, либо тен. Так как это слово из русского языка взято, то оно автоматически будет твердым. Поэтому цирк тан. Койта. Дальше мектеп это школа. Азат возвращается из школы. Как скажем, мектеп на что заканчивается? На глухую согласную, поэтому либо тон, либо тен, так как слово мягкое тен. Азат мектеп тен койта. Азат возвращается из школы.